В этом году в Якутске национальный праздник ИСЭХ, якутяне, также гости столицы отметят 25 июня. Мы решили узнать у наших горожан, посетят ли они этот праздник, и если нет, то по каким причинам. Мы только обычно открытие или закрытие, потому что с 3 маленькими детьми это не очень удобно. У себя, да, конечно. А у себя это где? В Нюрбе. Без комментариев. К сожалению, не получается. Когда-нибудь были на ИСЭХе? В том году. Какие эмоции? Ну, понравилось, очень хорошо организовано все было. Довольно-таки интересно даже было. Рекомендуется, конечно, посещать такие мероприятия, как открытие, закрытие, спортивные мероприятия. Как получается? Открытие, встреча солнца обязательно. Нет. Нет? А почему? Ну, я с ребенком, поэтому там, мне кажется, много комаров, там много людей, поэтому нет. Когда вот рекорд Гиннесса там же было, да, по Комысу обязательно ходили, смотрели борьбу, ну, вот все там торжественные все мероприятия. Ну, и там же интересно очень, там же очень красивое дерево, где, да, Алкума, да, где загадываем желания. И вообще просто сами одеваем национальный костюм, детей берем с собой. Ездим с семьей, с друзьями, все вместе там встречаемся и собираемся. Мы в этом году также что собираемся, но с пополнением уже. Здравствуйте, молодые люди! Опрос проводим. Расскажите, пожалуйста, вы посещаете национальный праздник ИСЭХ? Конечно. Спортивное мероприятие обязательно. Ну и встреча солнца. Самое главное. Открытие посещаем, открытие смотрим и Тюльгасаина. Национальные игры мне нравятся. Вращение, перетягивание палки, камень. Все нравится. Еда нравится. Расскажите, пожалуйста, вы посещаете наш национальный праздник ИСЭХ? Конечно. Я же якут же. Как так, что не посещать ИСЭХ? Обязательно должны участвовать в открытии, чтобы на целое лето, на целый год взять силы духа, скажем, да, которые отсюда сверху падают. А также, если национальная одежда оденут, это вообще еще будет полный комплект. Для якутской нации вообще это самый главный праздник, наверное. Мы все, наверное, обязаны ходить туда. Ну, мы традиционно ходим на ИСЭХ, у нас свое тюсулге есть свое, и от городского округа Житаем, и там и концертная программа, и все есть, конечно, обязательно. А с какими вообще эмоциями у вас вот ассоциируется ИСЭХ? Ну, это красивый наш якутский национальный праздник, встреча лета, Новый год, скажем так, рассвет природы. Ну, на самом деле это красиво. Обязательно посещаю каждый год со своей семьей, и это очень важный праздник для нас, наверное, даже важнее всем, чем все праздники в году. Когда я был у Мандаруса, он говорил то, что верхние божества они обижаются, когда ты не приходишь на само открытие, а приходишь просто веселиться, ну, часам к 3-4, обычно так и происходит. И людям, которые собираются на ИСЭХ, я всем советую обязательно посетить мероприятие открытия кормления огня. Пожалуйста, расскажите, вы национальный праздник ИСЭХ посещаете наш? Нет. А почему? Любим работать. А у нас рабочий день. Я не люблю большое количество скопления людей и стараюсь не посещать такие мероприятия. К тому же мне не нравятся пробки, и удовольствие добираться не составляет никакого. Единственное, проезд. Дорога далековато, постоянно пробки там, да? На Усть-Хатын. Подходные пути вот именно на территории Усть-Хатын, там как-то вот река там какая-то, мостики какие-то построили бы, что ли, так было бы удобнее. Слишком большое столпотворение людей. Там были мои друзья, они рассказывали, что не очень красиво люди себя ведут, они напиваются. Подруги рассказывали, что к ним приставали. Просто проходят мимо, что-нибудь то ли тронут, то ли еще что-нибудь. Что стоит изменить в организации тогда вот этого праздника, чтобы вы и другая молодежь она чаще посещала, ежегодно имеется в виду? Может, охрану там, чтобы она просто ходила, патрулировала, смотрела за порядком. Не охраняла вокруг, а прям в толпе следила за порядком, типа такого. Хочется, чтобы побольше автобусов было и побольше, чтобы пробок таких не было, конечно. Сейчас гораздо лучше стало насчет пьяных, насчет охраны порядка, поэтому у меня вообще-то нет претензий. Транспортная схема туда добираться, это правда, очень трудно.
Специальный комплекс, может, какой-то там создать, да, в этом, на территории, где дети, мамочки там. Ну, и, может быть, тогда поехал. Дорогу. Потому что пока мы едем, сейчас не знаю, как мы с ребенком доедем, потому что очень долго стоим в пробке, пока доезжаем, потеем все. Это очень ужасно в этом плане. А так, в принципе, само мероприятие, там все очень хорошо проходит.